Я бы хотел сегодня с вами обсудить новости последнего времени. Наверное, знаете о том, что пришел соответствующий документ из Российской Федерации о приостановлении финансирования определенным категориям бюджетников. В связи с чем такой документ появился и что является условием для того, чтобы финансирование было продолжено. Почему так получилось? А это касается всех бюджетников, в том числе Министерства обороны коснется. Знаете о том, что есть межгосударственные договоры, есть договор от 2008 года, есть договор от 2014 года, от ноября 2024. В договоре от 2014 года, от ноября, 24 ноября 2014 года прописано, что мы вместе с Российской Федерацией создаем общую территорию обороны и безопасности, общую территорию социально-экономического развития, что предполагает гармонизацию наших законодательств. Мы готовимся к этой работе, проводим эту работу уже более 10 лет. Или скоро будет, в ноябре будет 10 лет. Это обязательства сторон, они закреплены подписями президента Путина и президента Хаджимба. Я, кстати, считаю, что этот договор был правильный, своевременный, и обязательства, которые заложены в этом договоре, должны быть выполнены. Вот когда речь пошла о выполнении обязательств, возникли сложности. Вы, наверное, это хорошо помните. Объединенная военная группировка, создание и строительство новой военной базы в Ачимчирском районе. А я бы хотел спросить, сегодня мы разговор построим не традиционный, не верховный главнокомандующий с военнослужащими, а вот гражданин с гражданином. Нам нужна была дополнительная военная база в селе Меркула Ачимчирского района, которая финансировалась в Российской Федерации, или не нужна была бы? Как вы думаете? Нужна. Нужна, да? Нужна. Ну, у кого, спрашивать, если не у вас? По какой причине это не состоялось? Это была ошибка, которую мы допустили в тот период. Видите ли, из-за позиции отдельных политиков, недальновидных, деструктивно настроенных, эта история у нас не состоялась. А вы, наверное, помните о том, что военная база – это не просто определенные территории, это новые условия для проживания наших военнослужащих. Вместе с этим должна была состояться модернизация вооруженных сил. Это то, в чем мы очень сильно нуждаемся. И примерные параметры были заданы, денежные того периода, это примерно 9 миллиардов рублей. Это новые виды вооружений, техники, технологий. Это то, что вы, люди, знающие специалисты, понимаете, насколько это нам нужно было. И эта история не состоялась. Мы в свое время этому не дали должной оценки. Не состоялась из-за деструктивной позиции отдельных политиканов, которые до сих пор еще остаются на нашем политическом пространстве и продолжают заниматься той же деструктивной деятельностью, которой они занимались. Я помню, какие были аргументы. Я был единственный депутат парламента, который сказал, что это нужно сделать в тот период, что за это нужно проголосовать.